Хунгиревый ушел. Ну, я так специально сделал, на самом деле, потому что, наверное, заметили, что в последнее время у меня стримы почему-то зависают заранее, когда планируешь. Поэтому я решил так внезапно, короче, незадолго до стрима делать объявление. А то потом, потому что приходится перезапускать постоянно. Ну, вот такие дела. Заново идут стрим Харкты, Оркты. Будем сегодня... Честно говоря, на той неделе, ну, я так порядочно целых 9 трансляций провел. И, как сказать, ну, немножко устал. Такие дела. Так. Заново идут Оркты, Харкты. Немножко я поправился, надо худеть. Ну, просто чусок у нас был. Какие фашисты. А есть такая русская община. Нации, короче, неонацисты. Салам с Казахстана, Самбайна. И они сейчас, получается, черносотенцы, можно сказать, если исторически взять. Только на всей территории, получается, оккупированной Бурятии, оккупированных всех республик находятся. Что делают? Фашистские марши проводят. Ну, пока готовятся. Вы их выгоните. Ну, в том-то и дело, что сейчас пока сложновато с этим делом. Вот сегодня я как раз хотел об этом говорить. Потому что, видите, у нас республика оккупированная. Сын, что еще угрожают фашисты? Ну да, типа родственников моих хотят найти. Ну, я думаю, как я уже написал в посте, что эти шариковые шлондеры, они без ведома конторы делать ничего не будут. Поэтому, ну, я считаю, что пока режим еще не совсем, ну как, он вообще-то совсем, конечно, но в этом смысле они что-то пока боятся, по-моему, что ли. Ну, совсем так, черный Воронов, чтобы приезжал. Но дело-то в том, что до этого вполне может и дойти. Я вот сейчас вот... Сергей Смирнов есть такой блогер, исторические видео делает. Я в телеге закинул. Если надо будет, сюда тоже закину. Ну, очень интересно рассказывает исторические события. Салам, Азербайджан, Аркаташлар. Извиняюсь, если я неправильно прочитал. Самбайна. В общем, интересные он делает видео, рассказы о народах, о геноциде, о репрессиях, этнических чистках, как НКВД убивали людей. Самбайна, бурят от казаха. Самбайна. Меня не выгонять с Бурятии, у меня там отец похоронен. Это этот написал Владимир, да, по-моему? Но, видите, я одну точку зрения занимаю. Есть люди, у кого другая точка зрения, поэтому мы будем, думаю, все это обсуждать и так далее. Сегодня я хотел вообще поговорить о этой всей ситуации. Ну, наверное, предисловие. Амар всем нормально. Всем байна. Хотел поговорить об этой всей ситуации. Прежде всего, наверное, надо вот об этом видео поговорить. Ну, рекомендую про американских, канадских и, собственно говоря, самой Финляндии финнов. Я хочу такое предисловие сделать, рассказать немного, да. Оказывается, был такое историческое, получается, событие, когда с Финляндии также американские, канадские финны
лесорубы, просто высококвалифицированные рабочие и даже другие люди. В свое время, где-то с 20-х, получается, годов, приезжали на территорию Советского Союза, в Карелию, и работали там, рубили лес, ну и другими занимались работами. Были очень профессиональные рабочие с инструментом, с инструментом, которого в Советском Союзе не было. И также они были, получается, передовиками, они обучали этих вот советских специалистов, ну, в разных вообще областях. На тот момент им платили. Там просто был один финн, который вот такую вот инициативу проявил. Хотел Карелию сделать такой профинской и получил одобрение от Ленина. И, как сказать, короче, это история из разряда, почему нельзя верить этим русским нацистам, русским, да, вообще советам Русской империи этой. В общем, давайте немножко расскажу. Ну, а вы полностью видео сами посмотрите у Сергея Смирнова. Видео не очень длинное, минут 20. В принципе, очень интересное и поучительное. Благо, что он делает это в наши времена. Там про войну с чукчами было. Ну и вообще очень много у него интересных, классных материалов. Я даже все еще не смотрел. Но вам рекомендую. И сам тоже посмотрю. В общем, приезжали эти финны на территорию Советского Союза. По тем временам просто в Канаде и в США был кризис экономический. Ну, помните, Великая депрессия. И они в поисках длинного доллара, длинного рубля приезжали в Советский Союз, хотели здесь заработать. Деньги в Советском Союзе на тот момент были, тем более они активно как бы учили, получается, вот этих вот советских граждан, ну, своему опыту работы, вырубки леса, ну и вообще в разных отраслях. Надо сказать, что это очень отсталая на тот момент страна была. Но я вообще, знаете, вот аналогии привожу. Получается, вообще все, что было сделано в Советском Союзе, получается, все было сделано руками на самом-то деле иностранцев. Что американцы потом приезжали, да, индустриализацию проводили, что вот эти вот финны приехали, использовали инструмент, которого вообще, получается, не было в этом Советском Союзе, даже они понятия не имели вообще, как, что там. И на первых порах, ну, несмотря на то, что, получается, были условия очень ужасные, получается, они жили там, поскольку по 6 человек в комнате, питание было ужасное, не было медицинской помощи, ну, сами понимаете, что такое Раша, да, приехали они в такие ужасные условия. Многие, ну, определенный процент уехали сразу же домой, но кто-то и остался. О чем они, конечно, впоследствии очень сильно пожалели. На тот момент, видимо, им платили неплохие деньги, учитывая, что там на Западе был экономический кризис. И плюс еще на тот момент популярно было коммунизм, вот это вот все, социализм, вся эта херня. И да, они получали какие-то деньги, но потом начались... вот это надо добавить. Даже они начали свои какие-то национальные ансамбли открывать, театры там и так далее. Ну, то есть как-то, понимаете, обживаться, пытаться, ну, свою народную как бы культуру поднимать и так далее, идентичность развивать. Но не тут-то было, конечно. Это же, сами понимаете, 30-е годы, НКВД, Советский Союз. Недолго музыка плясала, как говорится, да. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Начались
по всей стране репрессии, и практически всех этих лесорубов, мужчин, кого посадили, кого расстреляли, и ничем хорошим для них все это, в общем-то, не кончилось. Ну, потом уже при падении совка, кто потомки остался живыми, они вернулись, естественно, туда, к себе, в США, в Канаду, в Финляндию. И, конечно, я думаю, они вспоминали там это просто как ад. Это, короче, смотрите, вот сказка, ну, это даже и не сказка, это реальность, да, хотела этим, как поговоркой, да. В общем, это история о том, что нельзя, получается, гнаться и верить бандитам, верить преступникам, верить русскому миру, потому что, видите, они заманивают деньгами, ты туда приезжаешь, делишься своим опытом, делишься своими знаниями, технологиями и так далее, а потом начинается вся эта история с репрессиями, с расстрелами. Самое смешное, что они еще поначалу жаловались Сталину, когда в НКВД попадали, что вот там избивали нас и так далее. Ну как сейчас многие Путину жалуются. Ну, это, конечно, так смешно вообще. Как будто бы, знаете, Сталин там ничего не знал, да, такой белый и пушистый. Ну, как бы время идет, ничего не меняется. Люди там Сталину письма писали, да. Как сейчас вот видеообращение Путину записывают люди. Да на что они там вообще рассчитывают? Вот такие дела. В общем, поверили они русскому миру, поехали за длинным рублем. Ну, вот русский мир ответил им ГУЛАГом, убийствами, расстрелом. Такая история произошла. Не фартануло, Гитлера опередил. Оставь, я позже посмотрю. Ну хорошо, сделаю я запись, да. Ну, вообще канал Сергей Смирнов можете набрать. Вообще интересный дядька, интересно рассказывает истории. Наверное, сам он, скорее всего, не русский, наверное, по национальности. Не знаю, фамилия, имя русский вроде. Жаловаться на плохих бояр хорошему царю – это национальная русская традиция, история их ничему не учит. А это были финны, между прочим. Не знаю, на что они там рассчитывали. Ну, в общем, я вот тоже охренел, что с Канады, с Америки финны приехали в Карелию, в Советский Союз, на заработки. Ну и вот видите, чем кончилось. Женщины, видимо, выжили, но то же самое, что история, что и с бурятами. То есть те буряты, которые уехали в Монголию, 38 тысяч, практически всех мужчин они убили, и 50% убили, 50% посадили на 5 там, до 12 лет, что ли. Ну, в основном всем 8-10 лет давали. В общем, список этот имеется. И самое, знаете, вот, что наши вот эти вот, как их, цивилизацию носителей этого не признают, они отрицают эти факты, что вот ничего не было, вы все врете. Ну, я не знаю, как им нравится жить в этой лжи. И самое главное, это вот эта вот история-то, она вновь повторяется, вновь все это закручивается. И там еще был важный урок, что тех, кто расстреливал, да, ну, скорее всего, расстрельную команду не трогали, но те, кто дела шил по вот этим финнам убитым, они потом этих же НКВДшников всех тоже расстреляли. Ну, у нас тоже самое было в Бурятии. То есть, кто все это дело делал, эти дела шил по монголизму, их потом всех тоже расстреляли, этих НКВДшников. Видите, нынешние ФСБшники тоже ничему как бы... И вот тем более вот эти вот русская община, которая в Бурятии, они думают, они куда вляпались-то? Чем больше они будут там всяких заданий исполнять, тем, как сказать, быстрее их же, свои же и положат. Просто они пока этого не понимают, куда они вляпались.
Не то, что с огнем они там с каким-то пожаром играют вообще. Пусть они почитают, что было с этими НКВДшниками. Ну, в основном не трогали только из расстрельной команды, кто непосредственно приводил исполнение. Я думаю, это по всей стране так, потому что таких специалистов мало. Ну, не все справляются. Представьте, за день надо сколько расстрелять людей. Столько... Ага. Завис, да, опять?